Всем привет, друзья! Вы смотрите видеоблог студии Ветви. Сегодня с вами Мария Мак, Макс Захаров. Всем привет! Мария Мак Захаров. Сегодняшнее наше видео будет посвящено обзору передачи «Орел и решка», выпуску, который посвящен нашему родному городу. Информационный повод заключался в том, что мы поехали на тренировку в ЦСП «Триумф». И ехали туда час, потому что люди пытались найти бутылку со $100. Неизвестно, кто нашел, но факт в том, что ради 6000 рублей половина города готова заблокировать все улицы. По-моему, Антон Васильев нашел и выбросил, нет? Да, это очень хорошая. Это самая удачная шутка, мне кажется, мироздания была бы, если бы он действительно ее нашел и выбросил. Макс, ты не смотрел? Я не смотрел. Я тоже не смотрел. И я тоже не смотрел эту передачу, поэтому у нас сегодня ждет много интересных открытий. Это украинский продакшн, который, несмотря на наши странные отношения с этой страной, продолжает делать крутой очень контент для российского рынка, именно на русском языке. Причем для «Газпрома». Это Якутск, это Москва же была, нет? Знаменитый якутский Кремль. Просто когда проект «Орел и решка» только запустился, он был никому неизвестен. Это все было так из спичек и желудей. И да, это формат блога был же. Да, это был формат блога на телевидении, было очень интересно. И поэтому некоторая странная подача ведущих там была оправдана. А вот теперь мы видим... Аэропорт Якутска. Они, кажется, вдвоем приезжали. Я думала, она... Я что-то слышал про Жанну Бадоеву. Как всегда. Орел, давай. Я ничего про этих женщин не знаю. Просто Я вот что-то слышал про Жанну Бадоеву. Я не понимаю, как можно красиво жить в Якутске. Вот честно. Я красиво живу. Я очень супер красиво живу. Добро пожаловать. Сегодня мне снова выпала золотая карта. А это значит, что я буду жить в Что с этой женщиной? Что? Она кто вообще? Я первый раз ее вижу. Самая крутая тачка. Новая ведущая? Видимо, новая ведущая, да. Каких-то ведущих я знаю. Ну, знаю, что они ведущие «Пятницы». Ой, «Орла и решки». Хочу карету. Такое есть в Якутске? Есть в Якутске. Ты же не ездишь на нем, что ли? А, серьезно? Ты? Да ладно. Есть приложение InDriver такое, там вот заказываешь и... Нет, это серьезно, это у нас да, да, я ни разу не видела, чтобы на дорогах проезжала вот это. Сколько тебе лет? Что происходит? Мы с Илюхой постоянно, вот даже когда мы на тренировку ездили. Ездим на карете. Да. Какой смысл ехать на тренировку, если аренда авто... Ну, что-то немножко дороговато. По-моему... на 2 дня. На 2 дня 60 рублей. Еще стоит это спасибо. Все, она по-якутски говорит. Заговорила. Это я вас по-якутски приглашаю в Якутию. Нет, серьезно, где они эту машину взяли? Нет, кроме шуток, я не понимаю. Машина есть. Она реально есть. Она сдается в аренду, да. Мне нравятся вот эти постановочные эпизоды. Да, там как совсем не якутский товарищ стоит. Ну, это, видимо, кто-то из продюсерской группы или кто-то там поставили. Опять же, он идет. Да. Погоняли его в кадр. Вот этот орел мне прям нравится. Ну, снято красиво, мне нравится. Мне нравится это никому не незаметная нативочка. Нет, что есть круто. такое приложение. Это круто. Есть приложение InDriver от наших друзей. Поэтому ничего удивительного, что первое, о чем говорится. На самом деле я очень горд за Синет. Да, InDriver это, безусловно, что они прям явление мирового крутые. да. Мне вот интересно, они на самом деле за все платили или как-то я сомневаюсь? Я думаю, что там все постановочно. Тут все постановочно, потому что все-таки проект начинался действительно как блог, и тогда там людям действительно приходилось выживать там на 100 рублей. Сейчас, как только их финансирует «Газпром», я думаю, что там все по-другому. Да. Витамины и лекарства я заказываю на Аптека.ру. Аптека.ру! А почему в долларах? Почему в долларах считают? Почему не в рублях? Вроде же в рублях считали, нет? В России было бы логично Все в баксах расплачиваемся. Ну, у нас же 92-й год. Конечно, волатильная валюта единственная. О, жокей! Наконец-то жокей показали. Можно... Я ждала его так долго. Ну, конечно, с золотой картой. Конечно, будет жокей пить. Конечно. По-моему, это антиреклама сети отелей «Азимут». Потому что теперь мне кажется, что я вот королевский люкс возьму. Сколько он там стоил? $100. Сейчас покажут нам, сколько. И Не меня там показали? будут... Жокеем поить насильственно. Класс. Снято красиво. Ну, все, что снято квадрокоптером, Выглядит красиво. остается в кадре. Нет, шучу. Все красиво, да. Были, кстати, когда-нибудь на лодочной станции? Там вот я была, да. Там круто. Очень странно, что живя на такой реке большой, да, большая часть жителей Якутска вообще никак там, 90% жителей Якутска не отдыхает на воде. Ну, Это очень странно. Мне кажется, нет. Потому что везде, где вот рядом есть крупная какая-то водная артерия,
люди, ну, это, собственно, речные люди, они все умеют, у них у всех есть катера, лодки там. Здесь я очень маленькое количество людей знаю с собственными лодками. О, Что такое? ну вообще веселый Роджер на зарегистрированных водных путях это штраф. Почти все оригинальные здания были уничтожены сильнейшими пожарами в конце 20 У меня такое ощущение, что это я Что снимал. за сильнейшие пожары в конце 20 века? Что это? Эти знаменитые пожары, Знаменитый да, большой легендарные, якутский да, пожар, да. как большой лондонский якутский пожар. да, все сгорело. Все, дотла. О, балаган! Я люблю этот балаган. Это банкетный зал. Очень хорошее место, очень хорошие владельцы, прям. Комары, комары. Да, вот это прикольно, что они показали наших комаров. Не, мне нравится. Ну, вот конкретно эта девушка мне не нравится, но в принципе они же работают на какую-то аудиторию. Снято красиво. Какое-то представление о городе ты, конечно, можешь получить. Но Вот эти все неестественные крики. да, вот это вот всё, эти странные... У меня, если честно, уже такое чувство ужасающей долины возникает. То есть это как будто не люди, а какие-то андроиды. Они очень странно себя ведут. Это меня пугает. Дело не принцесса. Стоп. Мне хочется пошутить. Смотрели Muppet Show? Вот примерно так. Я ехала. Че, курушка, ехала. туристический комплекс Ортодойду. Что Ортодойду. Дойду. Ортодойду, ребят. Вы знаете, да, россияне, вот, ну, мы россияне, мы постоянно ругаемся на американцев, которые в своих голливудских фильмах там имена там Коверкуют. И Кузьма Кролик Иванович, там Семен Петрович Петрович. постоянно возмущаемся, неужели вы не могли найти русскоязычного да. консультанта? И вот А здесь тут в России и ортодойду. ну то есть ортодойду, конечно. Этнография в любом случае интересна. В любом случае, конечно, какую-то информацию ценную из этого можно вынести для себя. Но в целом... А я уже идти не Что вы могу. делали? Блин. Мне хочется найти Что вы режиссера делаете? этого художественного фильма, чтобы понять, что он хотел сказать этими кадрами. Ох, красота. Знаете, можно на любую фекалию снимать виды Якутии, и все равно будет красиво. Ой, одноклассник. Привет. Привет, одноклассник Маши. Нет, сэндборд известен в Якутске, но, скажем так, это не самое популярное времяпровождение летом. Да постоянно катаемся на сэндборде. Кто не катался на сэндборде? До работы ребята? на сэндборде. Все Ну, сначала на той машине, а потом на сэндборде. Мастер-класс, заметьте, по сэндбордингу $500. $500. А твой Пора одноклассник заняться. хорошо устроился. Пора заняться сэндбордингом. Мне интересно, ему заплатили на самом деле? или нет? Конечно, заплатили. Кто вы бесплатно поехал? Он сам заплатил. Газпром, ребята, управляй мечту. Нет, не управляй мечту. Что там? Плати за мечту. Плати за газ. Плати за газ. О, Паром. а куда она в Максоголох? Ну, это, кстати, переправа на Максоголохе. Она, кстати, реально лучше. Там не так много людей обычно. Вот мне вот Бадоева больше нравится. Она какая-то как-то, ну, Ну, она профессиональнее. Она профессиональная, Да, и опытная. у нее это все не наигранно выглядит. То есть это все тоже условно очень. Не, наиграно, условно, но не так погано, как Да, у... вот та вторая, это вообще какой-то... Больше не приедет, наверное. Почему? Чего так странно относишься? Невозможно жить красиво. Ну, все живут, ну, как бы ты понимаешь, Маша, тут как ты хочешь, так ты и живешь, сказал Марк Аврелий. Да, Философ на троне, я к тому, император что Римской тут нету империи. шикарных гостиниц, нет такого, на что можно жить там. Да, типа такого. Можно. Ты что? Как ты хочешь, так ты и живешь. Ленские столбы, это, конечно, вообще очень круто. Просто, понимаете, раньше все-таки на телевидении, когда приходил человек с акцентом, этот акцент ему безжалостно выпалывали. Почему? Сейчас украинский говор. Ну, да, украинский продакшн этим не занимается. Мне немножко непонятно, потому что очевидно, что многим этот говор царапает мозг, как мне сейчас. Слушай, ну на самом деле сознание трансформировалось за те там 5-6 лет, что существует «Орел и решка». И мне кажется, вот этот говор, он уже влился в вот это... Фишка. Узнавание бренда. Да. Нет, я согласен, да. Потому что большая часть России, там, да, живет, ну, не то, что плохо, ну... Ну, грамотная больше- вот эта вот, да. телевизионная речь, она скорее противоестественная. Но у нас катастрофически не хватает туристической инфраструктуры. У нас нет своего там нормального парка. Там. Да, у нас постоянно вот эти разговоры ведутся, что нужно развивать... Я думаю, на самом деле надо просто самим все делать. Поэтому в следующем году мы сами там сейчас оформляем землю за городом.
и сами там сделаем кое-что туристическое. Потому что, ну, условно говоря, кроме Чурмурана, гостей никуда вывести невозможно. Да. Все время Это хотел. король ночи, что ли? Да, а это железный Что трон. перебила. Круто. Я, кстати, не видел этого. Отрекламировала немножечко «Игру престолов». А что, они, кстати, так и не согласились к нам приехали? Снимать. Ты о чем? Об «Игре престолов». Да нет, конечно, это никогда не будет. Пока этого никогда не будет. По простой причине. Никогда этого не будет, пока сюда не летают зарубежные авиакомпании. Ты представь, что-то сколько раз падают российские самолеты, никто не будет страховать эти полеты. Я готова. Ты Кандарахан? Что с этой женщиной не так? Я просто... Я готова. Я не могу уже. Каждый раз, когда я начинаю это показывать, мне становится скучно, начинаю зевать. Мяско. Жеребятина пахнет как говядина. Почему ему не вышел официант, а потом не пришел Тарбахов, не сел с ней там, и не начал? Да, допустим, объяснять, как он что Ну да, приготовил. на самом деле люди приедут и будут ждать, что Тарбахов им будет все выносить. А, то есть они предполагают, ну, они как бы намекают, что это из-за золотой карты, и ее обслуживает сам Иннокентий Тарбахов. А вас что, не обслуживает Иннокентий Тарбахов, когда вы в Тагандархан приходите? Махтал, кстати, хорошее место. Очень, очень мне нравится. Очень много споров вызвал вот этот эпизод, где ведущая пробует национальные блюда, и ей не нравится. На самом деле я не вижу... Это нормально все. Да, абсолютно нормально, что национальная кухня не нравится туристке из другой области. Скажу честно, не фонтан. На этом я свои эксперименты закончу. А, ну вот наши жители возмущались, что не вкатила национальная это еда. Ну, нормально, абсолютно это нормально. Тут Это нормально. жаловаться не на что. Это нормально, да. Я там тоже за рубежом начинаю просить борща. О, господи, я кёрчик не ел, знаете, сколько лет? 25. О, черт, что ты делаешь со мной, Тарбахов? Остановись. Остановись. Прекрати. Вот это облизывать. Пожалуйста. Это круто. Это круто. Черт возьми. Чтобы подготовить кожу к макияжу, я использую... Вот сейчас же она нормально говорит. Праймер от Libre Почему она Care. сейчас говорит как нормальный человек, а не как За счет гиалуронки испорченный в андроид? составе Он глубоко увлажняет. Да нет, сейчас опять питает пошло. ее. И при этом никакого жирного блеска. Никакого жирного. Что такого? Я вообще ничего не замечаю. Ты и карету не замечал в городе. В городе. Ну, это часть образа. Мы же смотрим кино, ребята. Начать утро с ароматной Жакей. Кофе Жакей? Господи, боже мой, Жакей. Давайте выпьем Жакей. Жакей, остановись, что ты делаешь? Жакей. Не, он продается у нас в Якутске вообще? Вот, то есть, ты что- представляешь, Что с тобой происходит, Маша? Ты где живешь вообще? Большинство кофе-точек города Якутска делают кофе именно из зернового жакея. И зерновой жакей неплохой. Уже Тихоокеанский рубеж какой. Круто. останки мамонтов, шерстистых носорогов. Может обратиться в музей, какое-нибудь мероприятие с ней провести. Нифига, в Москву приехала. Прикольно. Мне это нравится. а у нас... Серьезно? Там он так дешево стоит? Нет, а у нас не запрещено ли это? Вывозить? И покупать его? Ну, в смысле, нет. Не-не-не, почему так дешево стоит? Ну да, почему? просто знаю, $368 что- да сколько в рублях? По-моему, он стоит десятки тысяч долларов. Мне кажется, именно для продвижения региона вот эти кадры наиболее Да. ценные. То есть вот это действительно Офигеть, интересно. вот это круто. Вот это круто. Я не удивлюсь, если в 7-й части «Миссия невыполнима» Том Круз будет пытаться украсть остатки мамонтов. Кропотливая ручная шлифовка. Круто. Классно, да, показали. Блин, было бы круто, если бы они вот реально сделали эту карту, Настоящий. сделали бы туда Да. чип и прям ездили с мамонтовой. Национальный праздник Исаак. И мне невероятно повезло. Почему нельзя? Ну вот опять же, когда вы будете смотреть американское кино, где коверкуют русские имена, названия, все эти Доминики Егоровы и прочее, ничего не говорите, потому что вот россияне, ну, условно говоря, люди из русского мира, приехали в Россию снимать что-то и не могут просто спросить, как это правильно произносится. Которые говорят на одном и том же языке. По Когда сути ты говоришь дела. человеку «Исэх», пишется «Исаах», но говоришь «Исэх», и как бы очень легко произнести «Исэх». Очень будет круто, если вот все это сделать так, чтобы туристы приезжали на Исэх. Это будет очень круто. Ну да, вот с эхом тут свои нюансы, конечно. Сложно, мне кажется, показать. Ну, потому что в России у нас весь отдых, он алкогольный. Весь отдых в России, он связан с тем, что там туристический, что типа приехать и куда-то там побухать. А Исэх — это достаточно безалкогольное мероприятие. И сейчас уже наверняка десятки миллионов россиян уже наелись, напились везде, где только можно было. От Таиланда там, до Штатов. Хотят уже путешествовать немножко по-другому.
Цивилизация умрет, но красные баночки кафе Пеле останутся навсегда. Вот это круто, да. А где кофе-жокей? А нету его. Вот этот эпизод испортил мне тренировочный день. За $100 люди сошли с ума. Половина города просто перекрыла большую часть дорог. Очень много вменяемых людей поехало, чтобы вот к этому хайпу приобщиться. И у нас в Якутске, как, наверное, и в любом другом региональном центре российском, люди хайпажоры. Да, любой самый незначительный какой-то информационный повод начинает разрастаться. Может, это хорошо? Может, это не так плохо? Нет, это нормально, но я имею в виду, что по здравомыслию это тоже не надо забывать. Ну и все, и концовка. Ну что ж, ваши выводы. Жанна Бадоева профессионально, вот все, что с ней связано, интересно. Вторая ведущая вообще, то есть до свидания. Вы самое слабое звено. Вот эта вот бутылка со $100 Да, стала большим событием, чем сама программа. Она больший взрыв произвела в общественности, чем, собственно, сама передача. Location management очень понравилось. Показали не только Чучур-Муран, там, Не только дежурные места, да, но и там действительно какие-то Быков уникальные. показали, там показали музеи. Вот эта история в Мархе. Вообще-то, что когда Марха проникает на федеральные каналы, я считаю, что это достижение. Я считаю, что это... Да, нет, вот продюсерам вот именно за это респект. Якутское кино не показали. Это бред. Ну да, для Потому что нашего региона, который сейчас... славится на весь мир тем, что у нас есть собственный кинематограф. Я думаю, что, допустим, если бы речь шла о любом другом городе, допустим, показывать бы какие-то молодежные мероприятия было бы не совсем уместно. Но что касается Якутска, где все-таки молодежная культура, мне кажется, гораздо Да, выше. она цветет и Она пахнет. цветет, и ее как раз Пахнет хорошо. имеет смысл показать туристам, что Якутск это не просто какой-то Поездить по ресторанам и по музеям. убитый городок на постсоветском пространстве, где вот пятиэтажки, больше ничего нет. А показать действительно, что здесь молодежь, которая действительно держит руку там на пульсе всей планеты, и это... Ну, допустим, каждый раз, когда мы привозим кого-то на Гикфест, гости Гикфеста офигевают от масштабов. Во многих местах в Якутске, оказывается, я не была. То есть ты с точки зрения туриста сегодня смотрел эту передачу? Ну, типа того, да. Ну, вообще, «Орел и решка» — это же, кстати, не первая передача, которая приезжала в Якутск. У Тома Харди была классная программа. Вот Тома Что за Харди программа, кстати? Discovery снимал у нас. Я думаю, это почему, типа, везде его фотографии, там, на сайтах. Ну, Почему вы все так любят у нас? Типа он в Якутске. Почему так много маленьких детей, похожих на Тома Харди? А вот оно, дети Олимпиады. Спасибо. Или Эван Макгрегор, когда был в Якутске. Да, со своим Он мотопробегом. С мотопробегом. Ты ничего не знаешь? Ну что ж, дорогие друзья, в общем, реакция жителей Якутска Чуть не положил голову на плечо. Остановился в какой-то момент. Лучше, ребята, пересмотрите программу Discovery с Томом Харди, где Том Харди купается в проруби и борется с чурапчинскими борцами. И замечательный выпуск о Якутии программы Эвана Макгрегора. Там тоже очень круто. На этом мы завершаем наш выпуск. Оставляйте свои комментарии под видео. Всем пока! Всем пока. До свидания. Приходите в ГИК. Соргор биһиги кораппытыгар тохта сылыллах үчүгэй сох курдук. Ол эрен эйигин хахан багар өйүр-өйдүр табарыстарын манна баалар. Дойдугар да сылжан ан дойдону кытары теңге билсе олорукка сөп. Манна арас элбе хайгага бәйін кыйккын көрдөрө сөп. Алоккор ханнык солу тутухарын бәйягыттен тутулуктах. Экономика, онна менеджмент Восточно-Сибирская института